Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет ваши поклонения, ваши посты, Коран, который вы читаете, ночные ваши молитвы и все, что связано с поклонением, это месте, которое вы делаете, пусть Аллах примет и приумножит многократно, да облегчит нам всем Аллах Субханаху ва Тааля приблизиться к Нему в этом священном месяце, чтобы Он сделал нас из числа тех, кого Он каждый день и ночь освобождает от адского огня в этом месяце. Аминь. Сегодня то, что хочу рассказать, братья мои и сестры, это важность любви к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Любовь к посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, братья мои, прежде всего проявляется в следовании за этим человеком, за посланником, саллаллаху алейхи вассалям. По-другому эта любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, выразить невозможно. Если бы слова стали бы достаточным для того, чтобы признаться в любви к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах не ниспослал бы в суре Али Имран целый ая, чтобы мусульмане читали ее до самого судного дня, где Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ба'да а'уду биллахи мина шайтани раджим, «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Куль, скажи, о Мухаммад, смысл аята. Куль, скажи, о Мухаммад, ин кунтум тухиббуна Аллах, если вы любите Аллаха, фаттаби'уни, последуйте за мной, то есть за пророка, саллаллаху алейхи вассалям, юхбибкумуллах, и тогда вас полюбит Аллах, субхану ва тааля. Этот аят ученые назвали аятуль имтихан, аят, который проверяет иман людей, проверяет правдивость их слов. Настолько они любят посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передает Анас, رضي الله عنه. В этом хадисе пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валадихи ва валидихи ван наси аджмаин». Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем своего отца, своих детей и всех остальных людей. Любовь к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, это основа религии. Это один из основ религии, без которого не принимается вера человека. Эта любовь не является желательным, братья мои и сестры. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, является обязательным. Не любить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является куфром. В этом хадисе посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает нам, что вера мусульманина не будет полноценной. Не уверует, когда говорится в хадисе, не означает, что это означает, что у человека вера не будет полноценной. Если у человека любовь к пророку вообще нету, это кафир, у него нету имана. А если человек ставит своего отца, детей, остальных людей, их мнение, их слова, хотя он любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выше, чем его слов, в этом случае вера человека не будет полноценной, а сам мусульманин из-за несовершенства своей веры не сможет попасть в ад без наказания. Тот человек, который предпочитает любовь к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, к Аллаху, к религии, больше, чем над остальным, у этого человека совершенная вера. Вот у него дошла вера сами в совершенстве. Дело в том, что любовь к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, означает любовь к Аллаху, поскольку посланник, саллаллаху алейхи вассалям, доносит до нас религии Аллаха азза ва джаль. Аль-Бухари передает хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху анху. О посланник Аллаха, сказал Умар ибн аль-Хаттаб: «Поистине я люблю тебя сильнее всего, кроме себя самого». Как есть, Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху, свое внутреннее состояние рассказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Тогда посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, ты не уверуешь, пока не возлюбишь меня сильнее, чем себя самого». Умар ибн аль-Хаттаб сказал:
поистине я возлюбил тебя сильнее, чем самого себя. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: вот теперь, Умар, вот теперь твоя вера полноценная, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Подобное совершенство не является желательным. Эта любовь является обязательным, который должен быть в сердце каждого мусульманина по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Обратите внимание в этом хадисе, который передали Бухари и Муслим от Анаса ибн Малика, ради Аллаху анху, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не уверует из вас никто, то есть не будет полноценная вера ни у кого из вас, пока меня не полюбит, чем отца, детей и всех остальных. В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил 3 вида любви. Первый вид любви к отцу. Отца человек любит с почтением, с уважением. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нужно любить с уважением и почтением больше, чем своего отца. Детей любит человек с милостью, с мягкостью. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нужно любить больше, чем своих детей. Дальше, 3-й вид любви – любовь к остальным людям. Вот такой адаб должен быть, братья мои, у нас посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах, сурат Аль-Худжурат, запретил не то, что противоречит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, даже возвышать свой голос над голосом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из-за этикета к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Это после его смерти, не то, что после его смерти Анас ибн Малик, ради Аллаху рахимахуллах, в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не давал людям повышать свои голоса из-за уважения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он, когда бывал в лежачем виде, когда он читал хадис посланника, саллаллаху алейхи вассалям, он вставал, садился из-за уважения к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Обратите внимание, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как любили пророка, алейхиссалям. Даже в обычных делах, которые не касаются религии. Даже еда, которую любил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они предпочитали это больше. Они просто сами по себе начинали любить эту еду из-за того, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, любил эту еду. Даже в простых делах, которые не касаются религии, сподвижники после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, старались следовать за ним. Во всем старались подражать пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Возвышать свой голос над голосом посланника, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, чтобы человек свои слова кого-либо то не было, ставить выше слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы чье-то слово и мнение было выше и громче, чем слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Не опережайте Аллаха и его посланника, сказал в начале сурат Аль-Худжурат Аллах в Коране. Не опережайте их. Ничего мнение нельзя ставить над мнением Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такой должен быть у нас этикет к Аллаху и к его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Кто хочет, чтобы у него иман, вера была совершенной, он должен. Это все приходит с усердием человека. Ко всему этому можно научить себя. Вот это когда приходит, такой любовь, когда приходит к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, это приходит, когда человек следует за его суннатами. И вот они как-то взаимосвязаны друг с другом. Любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы привить в себе, должен читать его историю, изучать его сиру, ахляка его пророка, саллаллаху алейхи вассалям, следовать за его суннатами. И также и следование за его сунной указывает, это является прямым доказательством того, что человек любит пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Там кричать, когда приходит год, один раз Раби'уль Ауаль, там делать мавлиды, и остальной весь год забывать о сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это не означает любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Или же там воспевать пророка, алейхиссалату вассалям, например, в мавлидах, просто вот словами восхвалять пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а когда дело касается религии, оставлять его сунна за спиной и ставить чьи-то слова, каких-то слова шейхов над словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это действия совершенно разные, они никакого отношения друг к другу не имеют, братья мои и сестры. Человек, когда любит человека, он относится к нему с уважением, с почтением. Вот так должны мы относиться к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда приходит приказ от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нужно с уважением, с почтением относиться к этому.
следовать за этим приказом. Если что-то запретил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставлять это то, что запретил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В другом хадисе, который передает Анас ибн Малик, ради Аллаху анху, пророк сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, сладость веры получит тот, кто отличается 3 качествами, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Любит Аллаха и его посланника больше всего остальное, больше всех остальных. Любит того или иного человека только ради Аллаха, без никаких других целей. 3 качество – не желать возвращаться в куфр, так же, как он не желает быть вернутым в огонь. После того, как Аллах облагодетельствовал человеку иманом, дал ему иман, вытащил из джахилии, привел в ислам, и он не желает вернуться в этот куфр. Ему так ненавистно этот куфр и этот джахилия, который был у него до этого, как ему неприятно, как ему ненавистно быть брошенным в огонь. Вот у кого есть эти 3 качества, любит Аллаха и его посланника больше всех, любит человека, своего брата мусульманина или же сестру мусульманку ради Аллаха, и нет никаких целей, меркантильных целей, ради которого он любит их. И 3, когда Аллах человека, субхану ва тааля, человека привел в религию, он не желает вернуться в куфр точно так же, как он не желает быть брошенным в огонь. Вот этот человек почувствовал сладость веры. А сладость веры, ученые говорят, это самое сладкое, что человек может вкусить в этой жизни. Нету слаще, чем вера. И один раз человек, который получил эту сладость веры, истинно, этот человек не забудет эту сладость. Прошу Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Аллах увеличил в наших сердцах любовь, уважение, почтение к нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, что мы старались, чтобы Аллах нам облегчил следование за ним во всех наших делах этой дуни и ахирата. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.